Работа в рамках женевских дискуссий всегда ведется в двух группах – по безопасности и гуманитарным вопросам. В повестке дня 36-го раунда встреч доминировали два вопроса, рассказал министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Первый касался принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предложенной Грузией, в которой содержался призыв к возвращению беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Грузия уже который год представляет резолюцию на суд Генеральной Ассамблеи. В первом году страны Евросоюза воздержались от голосования, а уже в следующие годы все-таки стали голосовать за эту резолюцию. И для Грузии это стало некоторым таким спортивным мероприятием, сколько стран примкнут на следующий год, в следующий раз к этой резолюции. В этот раз у них их улов – это одна страна. Общее число тех, кто проголосовал против резолюции, и тех, кто воздержался, оно больше, чем число стран, проголосовавших за эту резолюцию. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что пока еще даже половина Генеральной Ассамблеи не поддерживает эту резолюцию. Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу по информированию делегаций Генассамблеи, которым рассылают аргументированные письма с изложением позиции нашей страны по вопросу так называемых беженцев. И эти письма затем, благодаря делегации из России, распространяются как официальный документ на Генассамблее. О возможности самим представить свою позицию по ситуации с беженцами у абхазской делегации нет, так как США регулярно отказывает в выдаче виз, подчеркнул Вячеслав Чирикба. Из-за того, что Грузия ставит вопрос беженцев на Генассамблее, Абхазия категорически отказывается обсуждать его в рамках женевских дискуссий. Представители Абхазии, Южной Осетии и России покидают встречу, когда грузины затрагивают эту тему. На 36-м раунде женевских дискуссий второй главной темой стал инцидент на абхазо-грузинской границе в мае 2016 года, в результате которого погиб гражданин Грузии. Чирикба отметил, что, сообщая об этом, грузинская сторона не удержалась от пропагандистской манеры подачи информации с элементами шоу, что не соответствовало серьезности инцидента. И мы об этом сказали, что давайте отделим обсуждение инцидента, от пропаганды. Если вы хотите заниматься пропагандой, то, пожалуйста, мы в этом принимать участие не будем. Тем не менее, мы обсуждали этот инцидент. И я думаю, что нынешняя встреча, которая будет в Галле 6 июля, в рамках МПРИ, механизма по предотвращению инцидентов, где будут встречаться абхазские представители и грузинские представители, под эгидой, фасилитатор будет ООН. Я думаю, надеюсь, что будет уже обмен документами, которые бы помогли бы следствию по этому делу. Министр иностранных дел сообщил, что так как грузинская сторона активно занимается раскручиванием инцидента, абхазская делегация раздала на встрече список из 25 убитых грузинскими спецслужбами граждан Абхазии на приграничной территории с 1992 по 2012 годы. Был задан вопрос, по этим убийствам были ли возбуждены уголовные дела в Грузии по этим внесудебным ликвидациям. Конечно, было гробовое молчание в ответ, но мы готовимся на следующий раунд собрать досье. Это только 25 человек, это только лишь часть тех, кто погибли, их больше. Мы готовим досье по каждому случаю убийства наших людей в Гальском районе за последние с 99 года. И представим их в качестве обсуждения в Женеве. Разошлем также их в Amnesty International, в International Alert, в европейские структуры, посольства и другие организации. Потому что эти преступления не имеют срока давности, и преступники должны понести наказание, какой бы ранг они ни имели в структуре грузинской государственности. Интересным фактом назвал Вячеслав Чирикба разнящиеся данные отчетов Грузии и Европейской миссии наблюдателей и ООН о состоянии прав человека в Абхазии и Южной Осетии. И в оценках делегации ООН о устойчивой тенденции к стабилизации ситуации, к улучшению ситуации с безопасностью, и оценкой Грузии, где пишет о том, что ситуация ухудшается каждый раз. Происходит дальнейшее ухудшение ее. Я тоже задал вопрос грузинской делегации, как все-таки объяснить разрыв в оценках. Все-таки официальная миссия Евросоюза говорит о том, что ситуация улучшается безопасностью, а вы говорите, что она ухудшается. Ответа не было, конечно. На пресс-конференции также затрагивалась тема открытия в Италии Абхазского института культуры имени Дмитрия Гуля. Об этом знаменательном событии рассказал первый заместитель министра иностранных дел Каан Таня.
18 июня, опять-таки благодаря Ассоциации Европа-Абхазия, которая является для нас правовой базой в Италии для осуществления наших инициатив, делегация МИД Абхазии во главе с министром иностранных дел Вячеславом Андреевичем Чирикбо открыла первый в Италии и за рубежами Абхазии Абхазский институт культуры имени Дмитрия Гули. Главной целью института является популяризация истории, культуры, искусства и традиций абхазского народа. На открытии Абхазского института культуры имени Дмитрия Гули, презентации газеты «Абхазия сегодня» и инаугурации офиса Ассоциации Европа-Абхазия присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Италии и в Ватикане. Это вообще очень важно, когда наши коллеги из стран, признавших Абхазию, присоединяются к нашим зарубежным мероприятиям, потому что там происходит обмен мнениями, новые знакомства, а также открываются новые перспективы для сотрудничества. При этом в институте будет издаваться ежеквартальная газета «Абхазия сегодня» на 4 языках – абхазском, итальянском, русском и английском. С помощью нее мы сможем распространять информацию о событиях, происходящих в Абхазии, таким образом сбалансировав то количество дезинформации, которое присутствует в странах, в Европе вообще в целом, со стороны Грузии. Вячеслав Чирикбо отметил, что открытие в Италии Абхазского института поможет Абхазии утвердиться в культурном пространстве Европы, так как культура является той силой, которая открывает многие двери. Амра Амичба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.